Какого-то дядю Вову раздражает слово НАТО? Проблема в слове? А мне кажется, его просто раздражают живые люди, вот которые тут Ну, ходят и... если вы так считаете, это говорится тяжело. Если считать, что президент какой-то страны полностью сдвинутый, тяжело с ним договариваться. Надо на него смотреть как на серьезного человека, который любит свою страну и любит людей в этой стране. И делает, да, ужасно военные Ты вещи. сейчас о чем говоришь? Кто любит свою страну? Путин. Вы считаете, он не любит свою страну? А что такое его страна? Он Украину вдруг посчитал своей страной. И что такое его страна? Объясни. А завтра он скажет Америка. А чеченцев не жалко? Они похожи на русских? Они говорят на русском языке? Они, конечно, учат в школах, как везде, где русификация была. Чеченцы кто? Народ другой. Другая вера. Другие люди. Другой язык. Миллион. Уничтожен. А как уничтожил? Как он их убивал? С любовью? Думаю, блядь, в объятиях, на украинском говоря, в объятиях, только придушивал. Так говорят. Так люблю, что аж убить хочется. Это его любовь. Это не так. Вы ошибаетесь. Он не любит свой народ. Он любит свой народец. Это окружение. Это часть людей. Он не любит их. Почему? Объясню. Нельзя отправить своих людей на чужую землю умирать, зная, что они будут умирать. Детей, моя дочь, моей дочери ей 20 лет. Для меня это ребенок. Она уже взрослая, безусловно, но она ребенок. Ребятам, которых он отправляет 18 лет, это дети. Он их отправляет. Не фашисты пришли на его землю, и надо защищаться. Он пришел на нашу, и он их отправил. Чечня отправил, Сирия отправил, Африка отправил, Грузия отправил, Молдова, Приднестровье, ну это было до него. Бог с ним, тут без него обойдешь, ему грехов хватит. И тут Украина, самая большая часть. 780 тысяч, 788 тысяч убитых или раненых русских. Он же их русскими называет всех, тех даже, которые по-русски не умеют говорить. У него там, на территории России. Все, что они поработили. Да, варяги гордые. Так вот, меня интересует, это любовь? Это какая любовь к чему? Он любит свой народ? Нет.